أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Аллах Субхану ва Тааля в хадисе Кудси говорит нам, хадис Кудси, то есть мы не говорим, что Аллах Тааля говорит в аяте, а говорим, что в хадисе Кудси, переданный от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадис Кудси – это слова Аллаха, которые не вошли аятами в Коран, но переданы пророком Мухаммадом для нас, как речь Аллаха, то есть Аллах Субхану ва Тааля обращается к нам. Что же он говорит? Аллах Тааля говорит, что «Я бна Адам», о сын Адама, о потомок Адама, независимо, женщина ты или мужчина, независимо ты какой национальности, независимо какого цвета кожи, то есть мы все потомки Адама. Говорит, «Я бна Адам». «Иза закартани халиян, закартука халиян». Если ты помянешь меня, совершишь зикр в тайне, то я тебя тоже вспомню в тайне. Всегда буду помнить о тебе, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Иза закартани фи малаин». Если же ты меня помянешь в обществе громко, то есть прилюдно, «Закартука фи малаин хайрин мин алладина тазкуруни фихим». То есть и я вспомню тебя в таком обществе, которое намного превышает то общество, в котором ты помянул меня, совершил зикр. Зикр – помянуть, вспоминание Аллаха. Совершать зикр, говорим мы, в переводе с татарского, в основном зикр клу, совершать зикр, дуа клу, совершать дуа. И это как-то, к слову, нужно сказать, что некоторые переводят калька и как подстрочные переводы говорят, что делать зикр, делать дуа. Калмак – это значит делать, совершать, возносить. Если это относится к дуа, к мольбе, дуа переводится как мольба, а это значит возносить мольбу. Если это намаз, клу, намаз калмак, это значит совершать молитву. И здесь Аллах Субхану ва Тааля говорит, что помяньте меня, вспоминайте меня. Зикр – памятовать, вспоминать, помнить об Аллахе, постоянно представлять Его. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит об этом в Коране. «Фадкуруни», то есть «адкуркум». Если вы меня будете вспоминать, совершать по мне зикр, я буду постоянно помнить о вас. И «Удгу раббакум тадарруган ва хуфьятан», говорит Аллах Субхану ва Тааля, если вы просите Аллаха с трепетом, со страхом и в тайне просите Аллаха, говорит, обращаясь к некой категории людей. То есть Аллах Субхану ва Тааля в данном случае обращается к разным категориям людей. Кто-то любит вслух просить Аллаха, вслух совершать зикр, то есть вслух вспоминать Аллаха. Кто-то любит в тайне, с трепетом, молча, не показывая это вслух, не выставляя это вслух. И Аллах Субхану ва Тааля в данном случае говорит, что и когда заканчиваются ваши молитвы, фадкуруллаха, совершайте зикр Аллаху, вспоминайте Его. Кияман ва кугудан ва аля джунубикум. То есть на ногах во время кияма, стоя, сидя или даже лежа на боку. Вспоминайте Аллаха. Вспоминайте. Фадкуруни адкурукум, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Если вы меня будете вспоминать, я буду помнить о вас везде. Если Аллах Тааля будет помнить нас везде и будет постоянно вспоминать о нас, то это же, что это такое? Это благословение Аллаха. Не спосылается благодать Аллаха на человека. Зикр, Аллах Субхану ва Тааля здесь говорит, что или в тайне, или громко в обществе. Что такое зикр? Исходя из Корана, мы видим, что наиважнейший зикр – это Коран.
В суре Ясин Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Ома аллямнаху щи'ра». Мы не учили пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каким-то стихам. «Ома ямбагиля». Не стоит ему читать стихи, не пристало ему сочинять какие-то стихи, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Иннаху зикрун». Коран — это зикр, ва Курану мубин. И чтение для того, чтобы читать и понимать, и выравнивать себя, то есть и исправлять себя. Выравнивать в том смысле, что выравнивать по той дороге, по сират аль-мустаким, о которой мы постоянно просим у Аллаха. Ихдина сират аль-мустаким. Выведи, выровни нас по этой ровной дороге, по сират аль-мустаким. И Аллах говорит нам, обращаясь в Коране, что самый наипервейший зикр — это Коран. Можешь читать его вслух, можешь читать его про себя. Откуда мы это знаем? Когда Мухаммад ﷺ увидел, что Абу Бакр ас-Сиддик читает Коран про себя, он сказал: «О, Абу Бакр, почему ты читаешь про себя? Так тайно, скрытно». Он говорит: «Я так люблю Аллаха, что мое сердце переполняется чувством любви к Аллаху, и его слова для меня такие трепетные, и я читаю его искренне, до такой степени любя, что у меня не хватает, я теряю голос, и я не могу читать его вслух». О Умар, обращается Мухаммад ﷺ к Умар ибн Хаттабу, ради Аллаху та'аля анху: «Почему ты читаешь вслух так громко Коран?» О посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, говорит Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху: «Когда я читаю громко вслух, шайтан убегает от меня и убегает от того места, где я присутствую». И Мухаммад ﷺ говорит, что да, действительно, читайте или так, или вслух, или же в тайне. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля в этом же хадисе Кудси говорит, что «Ида закартани халиян, закартука халиян». Если ты будешь помнить, вспоминать меня, совершать зикр в тайне, тихо, то я буду вспоминать тебя в тайне. Даже ты не заметишь, постоянно буду помнить. И если же, говорит Аллах Субхану ва Тааля, закартани фи малаин, то есть если ты в каком-нибудь обществе, то вслух, прилюдно, то я тебя тоже буду помнить и буду вспоминать тебя в судный день, например, на судной площади, или же я тебя возвысю, твой дараджа, твой уровень, ты станешь самым уважаемым человеком. Среди всех я буду постоянно делать так, что будут все помнить о тебе и будут вслух говорить о тебе. Второе, что такое зикр? Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нам, говорит, что «Афдалю зикра аннаху ла иляха илляллах». Самый благословенный зикр — это говорить о том, что нету никакого божества, существа, вещи, идеи достойного поклонения, кроме как Аллаха. «Ла иляха илляллах». «Калиматун таиба, кашшаджарату таиба». И благословенное слово, хорошее слово, это благословенное слово, хорошее слово, это фраза «Ла иляха илляллах». «Кашшаджарату таиба». Она как хорошее дерево. Она постоянно, круглогодично дает плоды, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И побольше говорите «Ла иляха илляллах». Почему? А потому что Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь в Коране, самые первые суры, которые мы изучаем, говорит: «Куль ху Аллаху ахад». Скажи: Он Аллах един. Как это говорится? «Ла иляха илляллах». Аллах един. Нет у него сотоварища. Никого нету. Никакого сотоварища у него нету. «Ла иляха илляллах». И слова веры тоже «Ла иляха илляллах». Аллах Субхану ва Тааля по этому поводу что говорит? «Я юхалладина аману амину биллахи ва расулихи». О, те, которые уверовали, уверуйте, проговаривайте слова веры. «Ла иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». То же самое Аллах Субхану ва Тааля после того, как «Ваид кудиятис саляту», говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране, «Фадкуруни, фадкуруллаха». То есть, и когда заканчиваются ваши молитвы, вспоминайте меня. Совершайте зикр. Совершайте зикр «Кияман ва куудан ва аля джунубикум», стоя или сидя, или лежа на боку.
То есть помните. Что такое помнить Аллаха? Что такое совершать зикр? Это постоянно думать о том, помнить о том, что Аллах Субхану ва Тааля в любом твоем положении направил на тебя свой пристальный взгляд и наблюдает за тобой. Это называется в исламе адаб ахляк. То есть зикр, что это такое? Зикр воспитывает человека, он воспитывает в человеке и утверждает в человеке так называемый адаб ахляк, мораль и нравственность. Что такое адаб ахляк? Адаб ахляк мусульманина – это то, что его чувство, что он должен чувствовать постоянный взгляд Аллаха на себе. Из-за этого он стесняется. Из-за этого Мухаммад ﷺ говорит: «Аль-хая мин аль-иман». Стеснительность, застенчивость, стыд – это признак веры человека. То есть человек постоянно помнит, что Аллах смотрит на него, и он стесняется совершать какие-то нехорошие дела, говорить нехорошие слова. Он стесняется Аллаха. И то, что некоторые люди на сегодняшний день, когда читается Коран после намаза, вскакивают и выбегают, и начинают разговаривать какие-то пустые слова, забывают о том. Или даже, может быть, не знают, может быть, это из-за неграмотности, из-за того, что нехватка знаний, невежества, что Аллах говорит, что «Кад афляхаль му'минун», в рай попадают и перед Аллахом достигают успеха, достигают той цели, которую поставил им Аллах. Те, те, которые выстаивают молитвы в хушуге, с трепетом, и те, которые уходят от пустословий. Все, кроме зикра, это все пустословие, если только те твои слова, которые ты разговариваешь, они не дают пользу для тебя, для семьи, для общества. Кроме этого, бесполезные слова, какие-то шутки, какие-то сплетни – это пустые слова. Пустословие наказывается Аллахом. Из-за этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «фадкуруни адкуркум вашкурули валя такфурун». Помните меня, и я вспомню вас. Постоянно благодарите меня и не совершайте куфр. Не отрицайте мои блага, мои милости, мои милосердия, моего милосердия. Некоторые говорят, что читать Коран бидат. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Они говорят то слово, которое может произнести только Иблис ла'натуллахи алейхи. Посмотрите аят. Ва идh кудиятис салату фадкуруллах. Когда заканчиваются молитвы, совершайте зикр. Какой зикр? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Иннаху зикрун ва Кур'анун мубин», говорит в суре Ясин, что Коран, чтение Корана – это зикр и хорошее чтение. Кур'ан, мубин, ясное чтение. И если кто-то говорит, что это нововведение, что кто-то не читает после намаза, что лучше поболтать, что лучше пустословить, то это кто? Человек заблудился далеким заблуждением. Некоторые высмеивают какие-то общины людей, которые сидят и очень многократно повторяют «Ля иляха илляллах», «Ля иляха илляллах», вслух повторяют или про себя повторяют, думая, что они какие-то невежественные. А что лучше? Сидеть вместе в кругу и болтать какие-то сплетни, что вот этот человек, он такой, что вот этот имам заблудил, что вот муфтий такой, что вот этот хазрат такой, что там вот я видел такую женщину или что-то я видел такой, нужно совершить какой-то бизнес, что рызык нужно добывать, что нужно объединяться, что нужно качаться или что-то. Или же говорит «Ля иляха илляллах, ля иляха илляллах». Что лучше? Если лучше говорить вот эти пустые слова, зная, что рызк, достаток идет от Аллаха, и говорит, давайте как-то вот объединиться и работать над достатком. Или же давайте качаться, зная, что здоровье и сила от Аллаха. Давайте качаться, мусульмане должны быть сильные, должны бить кого-то там на улицах, они должны командовать, они должны шишковать, извините за выражение. Или же Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фанкиху ма таба лакум», совершайте никах и «Валя такрабу зина», не приближайтесь к
блуду, прелюбодеянию и в это время разговаривать о каких-то женщинах? Или же наоборот, проговаривать ля иляха илляллах, или же вспоминать Аллаха Его 99 именами: Аллаху Хай, Аллаху Хак, Хакун, или же Аллаху Ар-Рахман, или же говорить Бисмиллахи ар-Рахман ар-Рахим. Когда некоторые люди начинают осуждать тех людей, которые собираются в каком-то кругу или после намаза, или где-то, и начинают говорить аяты из Корана, например, «Саламун мин каулин раббир рахим», «Саламун мин каулин раббир рахим», аят Корана из Ясина. Или говорят все вместе «Астагфируллах аль-Азим, Астагфируллах аль-Азим», потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, что «Фатубу иля Аллахи джами'ан», все вместе просите прощения у Аллаха и покайтесь, все вместе, общие вместе. И если кто-то говорит о том, что эти люди неправильные, что это все бидгат, и это все какие-то придуманные, человек заблудился. Он невежественен, он не читал, он не видит дальше своего носа, он не читал, или даже если читал, он переводы каких-то тех людей, которые переводят арабские тексты. То же самое Сахих Бухари, целая глава про зикр. У большинства людей, я уверен, те, которые ссылаются на хадисы, они до этой главы так и не дошли, читая Сахих Бухари. Если бы они прочитали эту главу у Муслима, у Бухари, или у Насаи, или у других, Кутуб ас-Ситта, или другие источники хадисов, они бы так не говорили. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ябна Адам», о сын Адама, о потомок Адама, «Иза закартани халиян», если ты меня будешь поминать в тайне, тихо, закартуку халиян, я тебя вспомню в тайне, и ты будешь с моим самым приближенным другом, так же, как и Халилуллах, так же, как и Хабибуллах, Ибрахим, алейхиссалям, или Мухаммад, алейхиссалям. «Иза закартани фи малаин», если же ты меня будешь вспоминать в обществе, вслух, «Закартука фи малаин хайрин мин аллазина тазкуруни фихим», я вспомню тебя в таком обществе, в обществе ангелов, в обществе мукаррабин или на судной площади, такое общество даже, или в раю, в таком обществе, которое ты даже представить себе не можешь, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, мы просим у Аллаха всегда, чтобы сердца наши оставались в постоянном поминании Аллаха, чтобы тела наши оставались в постоянном поклонении в ибадате, намаз, руза, молитва, пост, хадж. И просим Аллаха, чтобы Он нас не заблудил и дал нам такие знания, которые будут нам полезны, и уберег нас от тех знаний, которые бесполезны. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Аллаху акбар.